Сегодня я хотел бы поговорить с вами про человека, которого звали Ной. И этот человек имел веру, но про него уже так много всего написано. И мы поговорим сегодня и посмотрим на разные библейские факты, которые говорят о том, какая вера была у Ноя и в чем я могу подражать ему. Ты готов? 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 Хочу сразу тебе задать вопрос. Когда ты слышишь слово «Ной», какие ассоциации тебе приходят в голову? У меня почему-то Ной не ныл, и ты не ной. Но это как бы совсем модная ассоциация. Ребята некоторые таскали на футболках такой лозунг: «Ной не ныл, и ты не ной». Это, видимо, во время коронавируса, да, появилась такая штука. Я не знаю. Но у вас какие ассоциации с Ноем связаны? Потоп, еще. Звери, жирафы. Обученные мартышки вокруг него. Какие ассоциации у вас? Выживший, правда, выживший. Еще кто? Ну, вера, правда, да, мы про веру уже, это правда, мы про веру говорим. Почему терпение? Ной терпел, и ты терпи, или что? Какие ассоциации у вас? Построил самый большой корабль, да, по тем временам. Знаете, я когда про Ноя вспоминаю, я уже много лет в церкви, и я видел разные картинки Ноя в детской Библии, в разных книжках. Ной всегда мужик с длинной бородой, и рядом с ним всегда жираф почему-то. Ну или два жирафа, да. Ну там как бы два, видимо, не помещаются на одну картинку. Знаете, вот ассоциации есть по поводу разных героев у нас. Например, Давид у нас мальчик с прощой, который в башку Голиафу попадает камнем. Ной дяденька с бородой, который такой зоопастор был. Вокруг него обученные звери и т.д. и т.п. Но я хочу сегодня посмотреть через призму Писания на этого человека. Я хочу, чтобы мы по-другому немножко взглянули на то, кем был Ной. Окей? Готовы? Давай нам первое место Писания, послание Евреям, 11 глава, 7 стих. Про Ноя уже, знаете, такое реально полновесное сообщение, полновесное послание. И про него написано так: «Веруй, Ной, получив предупреждение о том, чего еще нельзя было видеть, в благоговении построил ковчег для спасения своей семьи. В результате мир был осужден, а Ной стал наследником праведности, которая приходит через веру». В чем заключалась вера Ноя? Это вопрос к вам. Здесь написано. «Верую, Ной, получив предупреждение». То есть по вере ты получаешь какое-то слово, или по вере ты получаешь какое-то послание с небес. И что дальше? В благоговении построил ковчег для спасения своей семьи. То есть, другими словами, здесь написано, что он по вере что-то получил от Бога, и он начал в этом двигаться. И здесь действие. Вера – это всегда действие. Мы уже об этом говорили. Вера – это что-то делать для того, чтобы произошли определенные результаты. Скажи, вера – это действие. И вот Ной – это человек, который получил от Бога предупреждение, и он пошел и начал действовать. Он начал трудиться для того, чтобы это предупреждение в его жизни каким-то образом реализовалось, или чтобы это предупреждение каким-то образом в его жизни принесло ему благо. Вера – это труд для Бога. Это то, что может тебе сегодня Ной из этой галереи веры сказать. Если ты хочешь знать, что такое вера, вера – это труд. Скажи вместе со мной: вера – это труд. Давайте посмотрим на историю, которая записана в книге «Бытие» про Ноя. И мы потом глянем на некоторые факты и поговорим о том, что такое труд, поговорим о том, что значит получать от Бога предупреждения и что значит двигаться в вере Ноя. Господь увидел, 6 глава Бытие с 5 стиха, что люди на земле развратились. Кто знает, какое поколение Ной от Адама был? 7 это был Енох. Я в прошлый раз говорил, что Енох прадедушка, да, или там прадедушка. На самом деле он был прадед Ноя. Ной это был 10 поколение от Адама. Авраам был 20 поколение от Адама. Это так просто информация на всякий случай. Не знаю, может быть, ты думаешь, зачем мне эта информация. Мы еще к Аврааму тоже придем. 10 поколений. 10 поколений.
Все началось красиво в Эдемском саду, чисто, безгрешно, весело отчасти. А закончилось тем, что через 10 поколений люди на земле развратились. И все их мысли постоянно склоняются ко злу. Господь пожалел, что сотворил человека на земле. 10 поколений всего лишь хватило. Друзья, я еще раз говорю, никогда не играй с грехом. Друзья, еще раз говорю, никогда не заигрывайте с грехом. Иногда нам кажется это мелочь, иногда нам кажется, да что тут такого? Иногда нам кажется, это вещи, про которые никто не узнает. Иногда нам кажется, что это вещи, которые настолько мелкие. И главное, что я добрый человек по отношению к людям. Если ты делаешь какой-то грех, будь это незарегистрированный брак, будь это какие-то мысли, которым ты позволяешь здесь жить внутри тебя, ты позволяешь этим мыслям просто наполнять твою сущность. Может быть, это матершинники, блогеры, которых ты смотришь. Это изо дня в день то, чем ты наполняешь себя. Этот грех, он разрушит тебя. Библия говорит, к 10-му поколению человечества Бог пожалел о том, что Он сотворил человека на земле. Нигде вы больше не прочтете о том, что Бог жалел о каких-то своих поступках. Там еще с евреями, с Моисеем и с евреями были какие-то вещи связаны. Но здесь совершенно потрясающий стих. Господь пожалел, что сотворил человека на земле, и сердце его наполнилось болью. И дальше сказано так. «И сказал Господь, я сотру с лица земли человеческий род, который я сотворил. Я уничтожу и людей, и животных, и пресмыкающихся, и птиц небесных, потому что я сожалею, что создал их». Я не понимаю. Охота сказать, Господь, неужели тот разврат, который был в 10-м поколении от Адама, он превзошел то, что мы сегодня видим? Он превзошел то, что происходит сегодня на этой земле, потому что Божье сердце уже не могло это терпеть. Бог сегодня терпит нас, Он терпит человечество, Он все еще терпит нашу землю, но тогда в сердце Божьем родилось удивительное решение уничтожить всех людей. И Библия говорит, и животных, и пресмыкающихся, и птиц небесных, потому что я сожалею, что создал их. Я не знаю, что было не так с птицами, я не знаю, что было не так с пресмыкающимися, я не знаю, что было не так с животными, но 8 стих, пожалуйста, следующий. С 8 стиха написано так. «Но Ной нашел милость в глазах Господа». И вот рассказ о Ное. Среди людей того времени лишь только Ной был праведен и безупречен. И он ходил с Богом. Мы уже где-то это слышали. Мы уже как-то об этом говорили. И знаете, в нашей жизни все начинается с того, хожу ли я с Богом. Хожу ли я сегодня за Богом? Бог ли является моим главой? Бог ли является моим господином? Он ли тот, пред которым я сегодня стою или падаю? Он ли тот, который сегодня для меня является эталоном всего? И это тот, о котором я думаю, а приятно ли я делаю для тебя? А приятно ли я говорю для тебя? А нравится ли тот образ жизни, который я веду тебе? И это то, что важно сегодня для Бога. Все начинается с людей, которые ходят с Богом. Все начинается с людей, которые сегодня ходят пред Богом. С такими людьми Бог говорит, таким людям Бог дает какие-то свои откровения. И даже если всех смоет потоп, эти люди, они находят определенную милость в глазах Бога. И Бог особенным образом поступает с этими людьми. Поэтому это та вещь важная, о которой нам сегодня стоит думать. Хожу ли я перед Богом? Угождаю ли я Богу? Делаю ли я приятное Богу? Делаю я сегодня вещи, которые Бог мне вложил в сердце? Послушен ли я Ему? Это те вещи, о которых нам сегодня стоит думать. Не думай сегодня, знаете, мы думаем о том, что подумают про нас люди. Мы думаем о том, что подумают про нас родственники. Мы думаем о том, что подумают те, другие, третьи или десятые. Самое главное, что подумает про тебя Бог. Самое главное, как относится к тебе Бог. И Библия говорит, Ной обрел благоволение, потому что он ходил с Богом. У Ноя было 3 сыновей, Сим, Хам и Иафет. В Божьих глазах земля преисполнилась разврата и насилия. Бог увидел, как испорчена земля из-за того, что все люди на земле извратили свои пути. Тогда Бог сказал Ною, я положу конец всякому живому существу, потому что из-за них земля преисполнилась насилия. Я погублю их вместе со всей землей. Сделай себе ковчег из кипарисового дерева и сделай в нем комнаты.
и осмоли его изнутри и снаружи. Вот как ты должен его построить. Ковчег должен быть 150 метров в длину, 25 метров в ширину и 15 метров в высоту. Я сразу перевожу в нашу метрическую действительность. Сделай для него крышу и вверху сведи ковчег к 50 сантиметров. Поставь сбоку двери, сделай нижнюю, среднюю, верхнюю палубы. Я наведу на землю воды потопа, чтобы погубить все, что живет под небом, всякое существо, в котором дышит жизнь, все, что есть на земле, погибнет. Но с тобой я заключу завет, и ты войдешь в ковчег, ты и твои сыновья, и твоя жена, и жены твоих сыновей. Веди в ковчег всех живых существ по паре, самца и самку, чтобы они остались в живых вместе с тобой. К тебе придут, чтобы тоже остаться в живых по паре от каждого вида птиц, зверей и каждого вида пресмыкающихся. Возьми в запас самой разной еды, чтобы кормиться и тебе, и им. Ной сделал все точно так, как велел ему Бог. Это последний стих, да? Ной сделал все точно так, как велел ему Бог. Вот если бы мы не знали некоторых фактов о Ное, мы бы просто читали это как информацию, ты прочел главу очередную и пошел дальше. Но есть некоторые факты о Ное, которые меня потрясли. Однажды я просто решил для себя сделать определенное изучение. И вот все, что я сегодня буду говорить, это мое личное изыскание, это мое личное изучение Писания. У нас есть факты о Ное. Открой мне, пожалуйста, эти факты. Это важные вещи, из которых мы чему-то должны научиться об этом или у этого человека. Ной строил ковчег примерно 100 лет. Первое упоминание про Ноя, когда ему 500 лет, и упоминание про Ноя, когда он вошел в ковчег, ему было 600 лет. Примерно это время, 100 лет, этот человек строил ковчег. Скажи своему соседу 100 лет. Ты столько не проживешь. Не надо, зачем она нам такая вот старуха в 100 лет? Не надо. Ребят, я не понимаю тех, кто сегодня там молится за 120 лет. Зачем тебе это? Мы же люди неба, нам наоборот надо ждать. Быстрее, Господь, быстрее, быстрее, на небеса. Я удивляюсь людям, которые все пытаются захватить, больше этой жизни земной на этой земле. Хочу 120 лет, хочу 150 лет. Вот фор. 100 лет это не знаю. Некоторые говорят, ты молись, как там брат Коплинг молится за 120 лет. Я не буду молиться за это. 100 лет это и так слишком много. 100-летних стариков. Вот слава Богу, мы видели мужчину, которому 90 лет, и который... 90 же, да, ему было? 80. Сколько лет ему было? Хасаве. Ладно, забыли. Он строил ковчег 100 лет. Я хочу вам просто по-другому задать вопрос. Есть какое-то дело в твоей жизни, которое ты уже делаешь хотя бы 50 лет. Ладно, не будем 100 лет. Вот 50 лет ты занимаешься одним и тем же, ты трудишься усердно, упорно, но пока что ты еще не видел результат. Знаете, когда первый год Ной начал трудиться над ковчегом, результата нет. Когда 5-й год Ной трудился над ковчегом, результата нет. Когда Ной трудился 10 лет над ковчегом, 10 лет трудился, результата нет. Люди приходили к нему и смотрели, и думали, что он строит? Некоторые предполагали, я думаю, он строит лунопарк для детей, потому что остов, он еще не напоминал даже лодку. В самом начале он просто рубил деревья. Он день изо дня заставлял своих маленьких детей рубить деревья и сам рубил. Все не понимали, все думали, может быть, он там готовит для какой-то страны топливный запас. Зачем он столько деревьев рубит? Люди не понимали, что он делает. Он изо дня в день делал монотонный труд. Знаете, что такое вера? Вера – это взяться за плуг, Иисус говорил, и не оборачиваясь, идти и пахать, трудиться. Когда Иисус общался со своими учениками, Он их настраивал на то, что люди просто так спасаться не будут. Надо идти и трудиться над тем, чтобы люди принимали Христа. Знаете, церковь сегодня хитренькая стала, сидит в теплых помещениях и говорит, дорогой Господь, вышли ангелов на жатву, чтобы они собрали нам людей в Кыргызстане, в России, там неважно, где-нибудь еще, чтобы они что-то сделали, и люди, знающие Христа, пришли к Нему. Нет!
Писание говорит, что нам надо трудиться, церкви, церквям, людям в церквях. Если ты сегодня часть Божьего народа, Бог призывает тебя к труду. Скажи, Бог призывает меня к труду. Бог призывает меня к духовному труду. И я тебе могу сказать, у многих людей сразу возникает вопрос, а сколько я за это буду иметь? Ты за это не будешь иметь ровным счетом ничего. Это наше призвание. Когда ты реализуешь свое призвание, когда ты двигаешься в своем призвании, ты делаешь это не для Дениса, ты делаешь это не для каких-то организаций, ты делаешь это даже не для какой-то церкви, ты делаешь это для того, кто тебя призвал. Ной строил ковчег 100 лет. Я думаю, 100 лет это был большой прикол. Здесь у нас не зря на этом слайде стоит два факта, и это важные факты. 100 лет это был прикол. Всей той я не знаю, это район Месопотамии, ребята приходили, смотрели на этого придурочного человека и крутили у виска и говорили, у человека что-то с головой случилось. Он решил в пустыне построить корабль. Когда Ной говорил, ребят, я знаю, что через 100 лет начнется потоп, я думаю, были ребята, которые категорически это отрицали. Как и сегодня, есть огромное количество людей, которые категорически отрицают твое послание, которое ты к ним обращаешь. А есть люди... Я уверен, были такие ребята, которые приходили к Ною и говорили, а можно я тоже буду с тобой строить? Они были там, эти люди, и говорили, а я тоже хочу поучаствовать немножко в этом труде. И может быть они какой-то вклад делали. Но интересно, я сегодня представлял, эти ребята, они не имели идею, которая была у Ноя. Ной понимал, каким должен быть ковчег. Ной понимал, зачем этот ковчег строится, почему 3 палубы, почему такие размеры, почему так, почему вот так. У Ноя было видение, понимание с небес. Приходили люди и говорили, слушай, а когда ты ковчег построишь, дашь мне порулить? Они не понимали, что сам Бог будет рулить этим ковчегом. У этого ковчега руля человеческого не было. Им рулил Иисус Христос. Это как с церковью сегодня. Люди приходят и говорят, я тоже хочу быть главным здесь. А можно дайте мне тоже, я буду проповедовать. А дайте мне тоже, я буду чего-нибудь делать, на сцене петь. Я тоже хочу пророчествовать. Я хочу, чтобы про меня говорили, брат пророк появился у нас. Да не проблема, брат, не проблема. Не проблема. Я думаю, Ной всем говорил, да не проблема, ребят, но только сегодня мы рубим деревья. Знаете, не проблема, ты пришел в церковь, ты хочешь быть каким-то важным в церкви, да не проблема, я тоже когда только покаялся, я все грезил какими-то огромными аудиториями, которым я буду говорить, люди будут исцеляться, и я думал, вот-вот, я сейчас закончу библейскую школу, выйду и все попрет. Вышел и 3 бабушки поперло. С этими 3 бабушками я возился и думал, Господи, давай я буду бизнесменом, давай я не буду больше трудиться вот в этом труде с бабушками. Я не думал, что пробуждение в церкви или в Царстве Божьем это вот эти 3 бабушки, с которыми надо возиться. И причем одна там была религиозная, другая была самогонщица, а третья была такая, знаете, безумный евангелист, которая не мытьем, так катанием. Она там людей просто пугала адом, она людей пугала тем, что сейчас ты не знаешь, ты выйдешь, тебя машина там переедет. Она таким образом Евангелие проповедовала. Она тащила всех. И знаете, и я дошел до такого состояния, когда я с этими бабушками служил, я думал, Господи, пожалуйста, давай я буду теперь бизнесменом. Я не хочу больше этот ковчег строить. Мы быстро сдаемся. Мы быстро, когда нам не дали порулить, и нам говорят, пацан, давай деревья, давай начни эти деревья ошкуривать, давай начни сучки срубать с этих деревьев. И ты день снимал сучки, потом говоришь, что-то это не мое. Я думал, я встану за штурвал, здесь мне напишут слово пастор главный. Там скажут, что пришло твое время, брат, начинай рулить. Я думал, это служение. С некоторыми людьми вообще разговариваешь по поводу строительства церкви. Знаете, мы пришли в Царство Божие, мы пришли в церковь. Бог нас призывает эту церковь созидать. Вы же все это знаете. Мы все часть какого-то тела, мы часть какого-то Божьей постройки или Божьего строения. И Бог говорит, что мы должны сами из себя, как из живых камней, созидать храм Божий. Помните? Места Писания, 1 Петра написано. Это вещи, которые Бог сегодня видит о нас.
Он говорит, я хочу, чтобы вы созидали свою церковь, в которую вы пришли. Я хочу, чтобы вы что-то делали такое, что будет созидать ваш ковчег, что будет строить ваш ковчег. У нас просто нет 100 лет, чтобы построить церковь. Нам надо всем накинуться. Если бы эти ребята накинулись толпой большой, они бы гораздо быстрее построили. Но Ной со своей семьей продолжал строить ковчег. Бог призывает тебя начать трудиться в церкви. И знаешь, не сразу ты станешь рулевым. Не сразу у тебя там попрет так, что кто у нас тут главный? Он тот главный. Нет, не сразу это будет. Бог будет давать тебе какие-то маленькие задания. Бог будет тебе, например, говорить о том, что это вообще твое. Перед собранием помыть пол. Это вообще твое, перед собранием проверить, а все ли там по красоте в туалете, там туалетная бумага, а чистенько ли там вот в этом белом друге нашем, а вот все ли у нас хорошо. Знаете, многие люди почему-то думают, что служить в церкви это обязательно вот из-за кафедры рассказывать людям, как жить надо. Почему-то вот все, я встречаюсь с огромным количеством людей, они говорят, я хочу служить. Я говорю, да вообще классно. Вот у нас, например, молитвенные есть. Приходи, служи, приходи в посте, начинай молиться, начинай делать какие-то вещи. Не, я хочу немножко по-другому служить. А как ты хочешь служить? Я хочу, чтобы у меня была домашняя группа. Я говорю, классное желание. Вот иди на улицу, собирай ребят, пьяных, там, я не знаю, хромых, больных, своих старых друзей, делай из них домашнюю группу, служи этим ребятам. Не, я хочу по-другому. Я хочу, чтобы мне дали это служение. Давай построим наш ковчег. Давай вот из деревьев, из того, из чего еще нет, давай помаленьку, потихоньку создадим, построим. Каждый из нас сделаем какой-то вклад. Друзья, церковь – это когда каждый несет какой-то вклад в церковь. Церковь – это когда каждый в эту семью что-то тащит. Он не из этой семьи что-то вытаскивает. У многих людей такое, такие размышления. Я пришел в церковь. Нет, вот так, пришел, постоял, никто ко мне не подошел. Ниси просто не было в этот день в церкви, извини. Она у нас главная по подхождению к новым людям. Так что, если что-то там вдруг сидишь, сейчас слушаешь меня, говоришь, ага, я знаю. Знаете, я понимаю, когда ты неверующий, ты пришел, тебе никто не подошел, ты оскорбился. А когда ты часть этой церкви, из года в год, ты ходишь сюда, и такой в очередной раз пришел, к тебе никто не подошел, с тобой никто не поздоровался. Ты нормальный? Такой, Ной там этот ковчег строит, там дети такие пришли, сели, рыдают. Ной говорит, а что вы, ребят, рыдаете? Да что-то мы пришли, ты работаешь, на нас внимания не обращаешь. Мы там тебе улыбаемся, а ты вот так пот смахиваешь, продолжаешь дальше топором махать, будто бы у тебя детей нет. А мы церковь также строим иногда. Мы церковь также строим, ребят, иногда. Мы вот эти претензии, мы какие-то рассказываем, что вот любви там не хватает, заботы там не хватает. Ты пришел для того, чтобы любви больше было. Ты пришел, чтобы эту любовь показать, чтобы таким образом построить церковь, заботу в свою принести. Ты пришел, чтобы что-то доброе внести в эту церковь. Мы таким образом все ковчег строим. Аминь. Это и есть труд Божий, к которому Бог нас призывает. И знаете, что самое интересное, когда мы начнем молиться искренне, когда мы начнем ходить перед Богом, Бог обязательно нам даст какой-то труд. Это обязательно. Потому что это всегда, если я общаюсь с Богом, если я имею отношение с Богом настоящим, всегда из этого будет вытекать какое-то действие. Я что-то буду созидать и строить. У нас 2 россиянина, которые мне мозг вынесли, в хорошем смысле, вообще у меня мозг лопнул. Они к нам только приехали. Так вот случилось, что приехали. И такие сразу при делах. Один у нас сразу в прославлении играет, другой там уже у нас за пультом всем рулит. И я думаю, вот это да. Вот это из какого-то ковчега они к нам примчались. Где-то что-то строили, видно. Ребят, знаете, это дорогого стоит, когда человек приходит и говорит, Денис, а что я могу делать? Ты можешь стулья прийти ставить. В
4 часа. У нас 5 собраний, а в 4 ты можешь прийти стулья расставлять. Ты можешь вот это оборудование все таскать. Вот это все оборудование сегодня затащили ребята прославления. Я представляю, может быть, я уже не настолько молодой, если я сейчас потаскаю эти колонки, и потом мне дадут гитару играть, у меня будет вот такой вот всегда ритм. У меня руки трястись будут от того количества килограмм, которые я перетащил. А ты сидишь и думаешь: Господи, а где мое большое служение? Твое большое служение начинается с колонок, твое большое служение начинается с этих стульев, твое большое служение начинается с момента, когда ты приходишь, здесь, к примеру, там главный Леша там, или Слава, и ты говоришь: Слава, что мне делать? Слава говорит: собирай провода по красоте, вот так их тряпочкой протирай и уноси туда. А в воскресенье в следующее в 4 придешь и обратно их принесешь сюда. И это твое служение. И знаете, многие люди, они не то что 100 лет, даже 100 дней не выдерживают, чтобы в этих маленьких служениях находиться. Но с этого все начинается. Труд человека Божьего, если ты хочешь вырасти в человека Божьего, начинается с мелочи. Когда тебе говорят: приходи на молитвенное, бери посты, начинай уже не о себе думать, а о ком-то другом ходатайствовать. Когда тебе говорят: у тебя есть друг, у тебя есть человек, который нуждается в Иисусе, позвони ему, привези его на собрание, сделай что-то для того, чтобы этот человек попал в место, где люди поклоняются Царю Небесному. Это и есть труд. Я общаюсь с Богом, Бог мне вкладывает мое какое-то маленькое задание. Я много раз рассказывал о том, что все мои служения, они начинались с того, что я как раз все вот это таскал. Все это таскали, потом смотрели за порядком, потом занимались просто административной работой для того, чтобы в церкви было тепло, красиво, уютно, качественно. Потом мне дали нескольких людей, я с этими людьми проводил время. Потом были моменты, когда мне надоело все это. Потому что это одно и то же, раз за разом собираешься, одни и те же лица, ты им говоришь какие-то вещи, они делают вид, будто бы ты им никогда этого ничего не говорил, они все забыли, ты снова это все повторяешь, потом ты выходишь, и ты думаешь: Боже, зачем мне все это надо? А это уже вторая вещь. Ной плавал год и 17 дней. В смысле? Целый год этот человек, ладно, у него была семейка 7 человек, еще 6. 3 сына, 3, как их называют? Нет, как невестки, да, сноха. Как Кыргызча будет? Келинка, точно. Да, 3 келинки было, 3 сына было, и жена одна была. Была. 8 их было. Но еще большая церковь у них была. Это для тебя, брат, ферма. А для него это церковь, это поручение, которое Бог ему дал, это дело всей его жизни. Это, знаете, для тех ребят, вот мы ферма. Они говорят: какие бараны там, какие там странные ребята собираются, какой-то ерундой занимаются. Про нас мы чего только не слышали уже. Это для них мы ферма, а для нас мы церковь. Это, знаешь, этот Ной, который собирал этих ребят, он их всех знал, каждую мартышку он знал, как ее зовут. У него там были страусы, он говорил: это страус слишком быстро бегающий, это страус чуть помедленнее бегающий, это самочка, это самец. Он их всех знал, если бы ты пришел к нему, он бы тебе рассказал про их жизнь, про их историю, все, он пастор этих ребят был. Год он с ними провел. Мы же думаем как, они же вот сели, у него каюта отдельная была. Он там штурман, наверху у него такая вот рубка, он там с женой, дети у него были, некоторыми делами тоже занимались, а там своей жизнью вот эта банда вся жила. Нет, их надо было поить, кормить, а какашки куда-то девать. Реальность ковчега такова. Знаете, реальность церкви такова: кормить, поить, какашки куда-то девать. Я просто слишком долго служу в церкви, поверьте мне. Кормить, поить, ладно, какашки куда-то девать. Если бы вы знали, что только в церкви не происходит. Какие какашки только не бывают. Кто-то на кого-то обиделся, и вот этими какашками начинает бросаться.
Кто-то кому-то чего-то не сказал, кто-то кому-то чего-то не ответил, кто-то кого-то в чем-то не заметил, кто-то про кого-то забыл, днюху не вспомнил. Все, вот эти какашки полетели. Я представляю, 2-3 дня стоило Ною не спуститься вниз к своим подопечным. Они там друг друга бы этими какашками закидали. Я думаю, там что-то подобное и было. Вы никогда не думали, почему утконос живет в Австралии, например, эти, про которых я говорил, быстро бегающие? Страусы живут только в Австралии. Я думаю, их Ной наказал. Он говорит, ребята, вы просто ужиться не можете с остальным животным миром. Короче, мы вас на самый край поселим, когда вот всплывем, я вот вам обещаю. Будете жить там, где вот нормальных гепардов нет, нормальных львов, тигров нет. Будете вот там. Со змеями, с тарантулами вот этими австралийскими. Он их наказал каким-то образом. Почему их нигде нет? Ты думаешь, ну ты, Денис, задвинул вообще. Ну и фантазия у тебя, брат. Слушайте, в церкви так иногда охота кого-то вот, ну реально. Братан, слушай, ну тебе в другую церковь надо идти. Ты такой утконос, блин. Я не знаю, что легче было 100 лет просто топором махать или вот год вот эту всю вот бодягу разводить. Кормить, поить, какашки выносить. Мы иногда, знаете, мы же такие хитренькие, мы иногда хотим, чтобы вот я буду людям служить, вообще не проблема. Только вот, пожалуйста, Господь, не надо ко мне хромых, слепых, тупых, недогонов, которые в новых технологиях не соображают. Не надо мне вот этих, пожалуйста, это вот этих вот к Андрею отправь. А мне надо нормальных, понятливых, послушных, догонов, чтобы все было хорошо. Один раз сказал, они 2 раза сделали. Мы все такую церковь хотим, но нет такой церкви. Как вот в ковчеге у того мужчины была непонятка полная. Если бы он хотя бы один день проигнорировал какие-то вещи, вот в этой зооцеркви там был бы хаос. Ему каждый день приходилось утром вставать, всех напоить, всех накормить, за всеми все поубирать, красоту навести, иначе там жить будет невозможно. Труд – это всегда в поте лица. Друзья, если мы сегодня не будем трудиться над тем, чтобы созидать церковь в поте лица, ничего не будет происходить. Ничего не будет происходить. Бог всех нас призывает сегодня, мало того, что строить ковчег. Второе, нам нужно в ковчеге в этом трудиться. Для меня это такой символ. Строить ковчег, у нас у всех есть призвание сегодня этому миру служить, чтобы люди стали частью ковчега, частью церкви. Согласны вы со мной? Бог нас призывает, Он говорит, идите в мир, находите, проповедуйте, говорите, спасайте взятых на смерть. А дальше у каждого из нас есть какое-то еще призвание здесь что-то делать, внутри церкви. То есть я призван делать что-то в мире Евангелием Иисуса Христа. А вторая вещь, я призван сегодня созидать церковь изнутри. Скажи со мной аминь. Это касается тебя, это касается меня. Я призван, например, сегодня обучать людей, я призван сегодня делать какие-то вещи, открывать какие-то служения. Ты призван какие-то, может быть, другие вещи делать. Мы все разные. Мы все разные, и каждый труд, он важен. Представьте себе, если бы, например, кто-то сегодня просто психанул бы и сказал, слушай, я уже 2 года, например, там стулья эти таскаю, все, не. До свидули, я устал. Я в своем ковчеге поплыл. Вот я такой сегодня, мы знаете, как это, стоя бы у нас собрание было. Плюнул бы еще так, всю эту кучу стульев разрушил, поджег. Мы же иногда такие, знаете, прям все сразу мосты сжег. Вы понимаете, о чем я говорю? Наше призвание сегодня строить ковчег, и в этом ковчеге плавать, и в этом ковчеге заниматься теми ребятами, которых Бог приводит к нам. Я представляю, сколько там было внутри вот этих вот непоняток. Там были ребята, которые предрасположены съедать других. Может быть, для этого там 3 палубы было. На одной палубе хищники, на другой палубе птицы, на 3-й палубе люди. Нет, не люди. Давайте другие факты. Ной – это 10-е поколение после Адама, Авраам – это 20-е поколение. Дедушка Мафусал, дедушка Ноя, умер в год потопа, а отец Ламех за 5 лет до потопа. К сожалению, не смог этих ребят взять с собой. Ни дедушку, ни папу, они уже умерли. Дальше.
Отец Ноя, Ламех, участвовал в похоронах Адама в 56 лет. То есть я все это высчитал. Там, слава Богу, есть возможность посчитать, кто, когда жил, при каких условиях. Вот когда отцу Ноя, Ламеху было 56 лет, тогда умер Адам. Представьте себе, вот вся история отношений с Богом, отношений Бога с людьми, все, что Бог говорил Адаму, все, что Адам натворил против Бога, вот все это было передано фактически Ною из уст в уста. Он знал об истории отношений с Богом не на словах. Он понимал это или он принимал это от реальных людей, которые сами в этом жили. Ламех видел всех предков. Ной не видел всего лишь. Лично не видел и не встречался с ними. С Адамом, с Авелем и с Енохом. Они уже умерли к тому моменту. Все остальные герои веры, которые были или которые встречались вот с этими героями веры, он их всех знал лично, он из уст в уста принимал какие-то откровения, понятия, истории, и он двигался в правильных вещах. Площадь 3 палуб, когда мы посчитаем, площадь 3 палуб, там было 3 палуби на корабле на его, 11 250 метров. Это в среднем каждая палуба по 3750 метров. Представьте себе, каждый день вот этому парню надо было обойти все эти палубы, всех накормить, всех напоить. Слава Богу, у него еще 7 помощников было. Это труд, это гигантский труд. И этот человек, я даже не знаю, может быть, он, когда он плыл год с этим зверинцем, он, наверное, уже пожалел и сказал: Бог, лучше бы я еще 100 лет топором махал. Да, лучше бы, ну не знаю насчет утопиться. Ты фаталист какой-то у нас тут сидит на первом ряду. Он так не думал, слава Богу, а то бы вообще ничего не осталось. Следующий факт. Высота каждой палубы 5 метров. И я посчитал примерно, если бревна были даже хотя бы 20 сантиметров в диаметре, этому человеку, чтобы вот все это создать под названием ковчег, ему надо было 4000 кубических метров нарубить леса. Кто из вас когда-нибудь стройкой занимался? Вы представляете, что такое 4000 кубометров леса? Сколько у нас в фуру влазит леса? Сколько влазит? 20 кубов влезет в фуру? В фуру, да. 20 кубов примерно, да? Это, представьте себе, это 200 фур, длинных, огромных фур, которые мужчина по имени Ной нарубил своими руками. Для того, чтобы просто приготовить лес, из которого он построит эту лодку. Это титанический труд сделал этот человек со своими помощниками. Бог дает, Библия говорит, что Бог дал Ною в пищу животных. Первый человек, который начал употреблять животных, это был Ной. Слава Богу, все азиаты здесь должны поклониться Ною. Они должны сказать: молодочек, красавчик вообще, открыл вот этот ящик Пандоры. Все, вот я хочу просто сказать, мы, так как мы из Азии, мы не понимаем ребят, которые мясо не едят. Поэтому мы периодически Ноя вспоминаем обязательно. Ной умер, когда Аврааму было 58 лет. Вот здесь я вижу одну вещь. Преемственность поколений. Авраам, я не знаю, встречались ли они, но я думаю, Ной весь остаток своей жизни, он только и говорил о том, что было до потопа. Он рассказывал все эти истории, он рассказывал о разных героях веры. И я думаю, Авраам имел возможность встречаться с какими-то людьми, может быть, даже с самим Ноем, встречаться для того, чтобы услышать все эти истории об людях веры. О людях веры, которые ходили с Богом, трудились для Бога, которые жили для Бога, и он начал подражать Ему. Знаете, вот это вот все называется преемственность поколений. Слава Богу, я могу сегодня с вами делиться. Я уже достаточно немолодой человек. Уже почти 30 лет я следую за Христом. Многие из вас, вы еще 30 лет не живете. Но в этом и есть красота церкви. Мы куда-то двигаемся, мы что-то делаем, потом мы это передаем другому поколению после себя. 2 Тимофею 2:2. 2:2. Что-то добавляю. 2 Тимофею 2:2. Это призвание церкви, ты не успеешь это открыть. Это призвание церкви, чтобы сегодня те, которые двигаются за Христом, находили людей, которые хотят двигаться за Христом, для того, чтобы передать им все то, что они имеют, для того, чтобы они потом нашли подобных себе и передали им, для того, чтобы те передали 4 поколению. У них было все это. Еще история или факты. От сотворения человека
Ной жил вот в этот промежуток, 1056-2006. В этом промежутке Ной прожил свою жизнь. То есть 1056 лет назад Адам был создан в Эдемском саду. 1948, 2021-23 это время жизни Авраама. Вот здесь они пересеклись, эти два парня. Иакову было 50 лет, когда умер живой свидетель потопа, сын Ноя, Сим, в 2158 году от сотворения человека. Ребят, все перемешано, оказывается. Они все друг друга видели, они все друг о друге слышали. Там у них телека не было, интернета не было, они не знали вообще, о чем им разговаривать. Вот они все эти истории Ноя друг другу пересказывали. Но на самом деле многие люди говорят: ой, вы верите в какую-то древнюю книгу, и прям в этой книге написано, что там было у первого человека, типа кто-то видел. Вот тебе факты. Эти ребята друг другу передавали истории, которые происходили. И потом один Божий человек все это записал на страницах Библии. Библия – это книга людей, которые передавали из уст в уста вещи, сказанные Богом или связанные с Богом. И это непрерывный процесс передачи от одного к другому поколению. Слава Богу за тех, кто однажды эту книгу в конце концов написал. У нас еще есть, да, факты? Первый закон для земли после потопа – это закон сеяния и жатвы. Сегодня этот закон продолжает работать. Спасибо Ною. Когда я думаю про Ноя сегодня, на самом деле я не вспоминаю тигров или жирафов или бородатого мужика. Я сразу вспоминаю послание Бытие, 8 главу, 22 стих. Именно Ною Бог сказал, что закон сеяния и жатвы, он никогда не прекратится. Никогда не прекратится. Этот закон, которым мы сегодня живем, все то, что мы сегодня сеем, завтра мы ожидаем это пожинать. Поэтому мы сегодня делаем какие-то вещи, поэтому мы сегодня трудимся, поэтому мы сегодня знаем одну вещь, что я что-то делаю для Бога, и от Бога придет ответочка. Если ты сегодня что-то делаешь для Бога, все равно будь уверен, от Бога придет ответочка. Есть у нас это место Писания? Первое послание Коринфянам. Шикарное место Писания, 15:58. Я хочу, чтобы ты запомнил это место Писания, и пусть это будет лозунгом твоей жизни. Когда ты трудишься для Бога, здесь написано: мои любимые братья, стойте твердо в вере. Я добавляю в вере от себя. Ничто не должно вас поколебать. Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу. Бог призывает нас отдать себя полностью куда? На служение Господу. И дальше написано: и знай, Денис, что твой труд для Господа не напрасен. Вау! Мой труд не напрасен. Это вот тот самый девиз, который я хотел бы, чтобы мы написали где-нибудь на стене. Ты служишь, ты делаешь какие-то маленькие вещи, никто не замечает, да и галь. Все равно я это делаю для Бога, и мой труд для Господа не будет напрасен. Давай другое место Писания. Мне это больше нравится. Синодальный перевод, здесь написано: ваш труд не будет тщетен перед Богом. Или помните, или преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Я пою, это не тщетно перед Господом. Я танцую для Него, это не тщетно перед Господом. Я проповедую другим людям, это не тщетно перед Господом. Я кого-то тяну в Царство Божие. Даже если эти люди тебя потом разочаровали, расстроили, и ты думаешь: что я за зоопастор какой-то зверинец. Я что-то доброе строю, а там просто зверинец, а не церковь. Твой труд не тщетен пред Господом. Служители Божьи, которые трудятся, и, может быть, ты до сих пор не видишь какого-то результата в своем служении. Твой труд не тщетен перед Господом. Конечно, при условии, если этот труд тебе Бог поручил делать. Есть категория служений, которые Бог никогда не поручал делать. Человек мучается, человек страдает, человек что-то делает для Бога. Давайте мы сегодня станем церковью, которая говорит: Бог, я хочу строить ковчег, я хочу в этом ковчеге заниматься Божьим порядком, я хочу быть сегодня тем человеком, который трудится. Знаете, если мы будем честны, если мы будем ходить перед Богом, если мы будем честно обращаться к Господу, обязательно Дух Святой даст нам какое-то задание, обязательно мы увидим какую-то нужду в этой церкви, обязательно мы увидим какое-то слабое место, где я сегодня могу поучаствовать, послужить, где я что-то могу сделать, какой-то взнос. У нас до сих пор слабое место в служении – это детское служение. У нас до сих пор есть куча разных таких вакантных мест в служении, в которых люди почему-то не хотят служить.
всем охота заниматься тем, что нам охота. Давайте будем людьми, которые открыты. И даже если вдруг, может быть, сегодня ты не слышишь, что тебе делать, ты можешь однозначно служить своими молитвами, ты можешь однозначно служить своими постами, ты можешь однозначно служить тем, что ты каких-то людей приводишь, ты можешь однозначно, это уже вещи, которые прописаны в Писании, ты можешь однозначно сегодня находить людей, потерянных в грехе, и находить этих людей для Царства Божьего, и приводить их, может быть, туда, где есть свет, в домашку в твою, или в место, где мы там проводим какие-то молодежки или еще какие-то собрания. Давайте станем такой церковью.